Вас приветствует особняк купца Носова. Здесь находится потомство из этой замечательной семьи, подарившей всему городу и всем нам с вами этот замечательный особняк. Ольга Кирилловна, вы здесь. Это младшей дочери Василия Дмитриевича, Августы Васильевны, и наш большой друг. Я очень рада, что сегодня именно здесь проходит презентация этой книги, поскольку Галина вдохновлялась пространством этого особняка. Я помню, как она приходила сюда, сидела где-то на ступеньках, либо заходила в зал для того, чтобы немного проникнуться атмосферой дома. Я-то думала, меня никто не видит. Просила поднять ее на чердак и походить там между стропил, которые остались еще с того давнего времени. И родилась книга. Я рада, что это случилось. Я вас очень от души благодарю и поздравляю. Ну и желаю хорошей жизни, книги. И вам тоже. Это важно. Спасибо. Да, конечно. Меня зовут Галина Калинкина. Добрый вечер всем. Это особняк Носовых, Москва, и все хорошо. Но все мы знаем, что не совсем все хорошо. Так я хотела начать свою презентацию, но внесла некоторые изменения, некоторые коррективы, поправки в свой же мысленный сценарий. Сейчас вы поймете почему. Вернемся на 3 года назад. Презентация моего первого дебютного романа «Лист лавровый в пищу не употребляется». Это сага о старобрядцах, большого, толстого, трудного романа. Проходила в книжном магазине «Достоевский» на Воздвиженке около Кутафьей башни. И пока гости собирались, а я ходила и нервничала, то я увидела женщину, с лицом которой показалось мне знакомым. Но я подумала, что не может быть. Это моя читательница, я знаю, она влюблена в эту книгу «Лист лавровый», но она живет в Челябинске. И я не выдержала и до начала подошла к этой женщине и спросила: а вы случайно не та читательница, не мой друг по контакту? Она сказала: да, я прилетела из Челябинска на вашу презентацию, потому что эта книга меня не отпускает. И это не пустые слова, ну, мы понимаем, да, из Челябинска в Москву. Не отпускает книга. Я хочу увидеть автора, и я хочу еще поговорить о героях, о персонажах. Теперь вернемся на 1,5 года назад. Презентация следующего моего романа «Голое поле», о русских галлиполийцах, о том, как Белую армию вытесняли и так далее. В том числе, эта книга не только об этом. И на этой презентации я снова вижу эту девушку, и, конечно, мы уже узнаем друг друга, потому что мы знакомы, я уже знаю ее имя, я уже знаю обстоятельства ее семейные и так далее. А теперь скажите мне, почему я вам сейчас об этом рассказываю? Потому что она здесь. Она здесь. Лена прилетела 3-й раз, и это моя Представьте. Она читательница, я уверена, что она сейчас не встанет из скромности. Она читательница и сама напишет. Давайте попросим. Нет, пожалуйста, уж, пожалуйста, пусть встанет. Вот. И свою благодарность я Лене выразила. Я подарила ей сейчас книгу с надписью и так далее. Вот. Продолжим так этот блок благодарности. Я думаю, что примерно 5 блоков у нас будет. Вот. Если говорить о тех, кого я благодарю за эту книгу, то я, конечно же, хочу поблагодарить сотрудников особняка Носовых, молодежной библиотеки, потому что на всех уровнях
Вот здесь я встречала поддержку и понимание. Мне очень важно, что вы сразу же мою идею писать об этом доме и писать в этом доме вы поддержали и дали мне как бы такой карт-бланш. И я приезжала, если там первый, второй раз, ну, как на экскурсию, как на новое место. Дальше я приезжала просто к себе домой. Вот как сказали про Ольгу Кирилловну, потомка Носовых, что внучка, да, или правнучка говорит, поедем домой к бабушке. Вот я уже приезжала тоже, ну, почти как к себе домой, хотя, конечно, мы все тут непрошенные гости для этого особняка. Я очень вас благодарю за то, что вы его сохраняете. Вот. И вот эту книгу я дарю вам, учреждению, и я здесь написала, что ваше превосходительство особняк. И далее там вы прочитаете. То есть это этому дому. Дарю вам. Дальше моя благодарность, это, конечно же, издательство АСТ, редакции. Здесь сейчас присутствуют 3 сотрудника редакции Елены Шубиной. И я благодарна этому издательству и этой редакции за то, что они выпустили эту книгу. Наверное, она вышла бы все равно, в любом издательстве она бы вышла. И когда я писала ее, и когда эта книга была еще в рукописи, я думала так, что я буду писать непременно здесь, и я буду писать, и я придумаю еще, что здесь будет бесплатная экскурсия, что людей, вот моих гостей, проведут по этому дому, независимо от того, какое издательство выпустит эту книгу. Но, знаете, вот если «Лист лавровый» я когда-то, первый дебютный роман, отправляла в 30 издательств, пока там 2 не откликнулись. Второй роман я отправила и спросила издателя питерского «Голое поле», вы напечатаете эту книгу? Он сказал, да, я беру. То про третий мне, скажем так, 2 издательства мне уже предлагали. Я рискнула, сами предлагали взять эту книгу, я рискнула и отправила в РЕШ, редакция Елены Шубиной, аббревиатура, и очень быстро, меньше чем через 2 недели, Елена Даниловна Шубина мне ответила, я определилась, я беру. Вот, это было, конечно, большое счастье для меня. Я ходила несколько дней и говорила, я определилась, я взяла. Вот, такой вот был слоган у меня. То есть это вот благодарность вам, сотрудникам. Наверное, с благодарностями мы вот сейчас вот закончили. Если я еще вспомню, что я кого-то упустила и не поблагодарила, я, наверное, еще потом доскажу. Но я могу теперь перейти к следующему блоку. Он у меня такой, этот блок про дом. То, что я хотела бы про него сказать, я думаю, что Мария, экскурсовод, сказала уже так много, и я могу где-то повторяться, но я скажу что-то свое. Кроме того, все-таки эта экскурсия была достаточно короткой, 30 минут. Мария проводит стандартные экскурсии сколько? 1,5 часа. Вот. И там рассказывается много подробностей, деталей и так далее. Вы можете обратиться и прийти, по-моему, это еженедельно, да? Вот. Я расскажу о доме, такой будет небольшой блок. Потом я расскажу о книге, то, что я хотела. Может быть, кто-то из редакции еще добавит, может быть, нет. Дальше я себе представляю так, что у нас будет небольшой блок, это чтение из романа. Не вот это вот скучное, как бывает на презентациях, когда автор берет что-то там бубнит, а никто еще не понимает про героев. Я сегодня некоторым из вас рандомно сдала цитаты из романа, вот кому-то попали, и мы, когда будет сигнал, паровозный свисток, тут, кстати, коллега рядом вот проходила, и паровозик тут бегал, и рельсы еще лежат, и это в книжке тоже есть. И вот электрозавод, который сейчас видно, главный с этими башнями шахматными, он тоже присутствует в книге. Вот. После нашего быстрого беглого чтения
у нас будет еще, надеюсь, короткий блок вопросы и ответы. Ну и потом автограф-сессия, если кто-то захочет подписать книгу. А дальше разбегаемся. Вот, значит, и теперь я продолжаю. Наш первый разговор – это то, что я хотела сказать о доме. Попала сюда просто на лекцию историка Романа Гоголева о Мельникове Печорском. Шла не знаю куда, не знала про электрозавод, не знала про особняк Носова. Просто шла на эту лекцию и думала, что я еще не знаю о Мельникове Печорском. Да, я помню прекрасно эти книги советского времени, напечатанные, в смысле, в то время написанные раньше, о старобрядцах, в лесах и на горах. Этот двухтомник зачитывался в моей семье, годы практически. Вот. И когда я пришла на эту лекцию, я, конечно, узнала очень много о Мельникове Печорском, такого, что ты даже не знала о нем, но профессиональный историк как раз вот рассказал очень так глубоко об этом человеке. И попав в этот дом, я поняла, что я отсюда уже как бы не уйду без книги, я должна об этом писать, потому что мне сразу интересно, а что за люди здесь жили? И что с домом произошло? Вот я вам говорила, что все хорошо, но на самом деле не все хорошо у нас. Также у этого дома. Если сейчас мы с вами в частном доме находимся, то значит, что у этого дома в его судьбе было не все хорошо. Как я себе представляю, у него было две эпохи, два времени у этого дома. Первая был эпох, или, как говорят, прекрасная эпоха, и вторая – это трудные времена. В этой книге будет представлена и та, и другая, и то, и другое время. Нужно посмотреть, что же здесь происходило до революции, до гражданской войны и так далее. И если вот первую свою книгу «Лист лавровый» я писала из острого чувства несправедливости, вторую книгу я писала от недоумения, от того, что люди не знают, кто такие русские гори-полиции. Мне было страшно. То эту третью я написала из-за диванных экспертов. Потому что я увидела, как некие люди там где-то в контактах или где-то еще в каких-то соцсетях, они переписываются и говорят, ну, примерно там вот интонация читалась такая, нет, ну а что вот эти вот все вот в революцию там, да как они вообще эту революцию допустили, чем они все занимались? Вот этот вопрос, чем они занимались, он меня, собственно, и подвиг на то, чтобы писать книгу. Я хотела разобраться, чем они занимались. И поэтому пошла в этот дом. Офисные комнаты в нем нынче на втором этаже или как-то между вторым и первым. А я старалась никому не мешать, кто работает здесь, и присаживалась где-то вдалеке от сотрудников. В общем-то, можно было бы и в зале здесь писать, можно было бы писать, наверное, в кабинете дочери хозяина, но я выбрала приемную. Вам всем показывали главный вход, и от главного входа направо это кабинет хозяина дома, а налево это приемная. Гости поважнее припровождались в кабинет к Носову, а может какие-то просители, не такие важные гости, они проходили вот в эту приемную. Я там усаживалась с ноутбуком и строчила только вот так, потому что информация шла потоком каким-то. Эти стены со мной говорили. Я даже думаю, что я не просто так попала на лекцию к Роману Гоголеву вот тогда, на Мельникове Печорском. Просто меня этот особняк вытянул. Иди сюда и будешь писать. Вот буквально так. Когда я там сидела, я слышала шорох юбок, вот эти вот платья там в пол. Я сидела и слышала, как проезжают автомобили мимо этих окон. Хотя Кикушевым окна-то сделаны замечательные, двойные, и между ними большое расстояние. То есть они как бы и звукоизолирующие окна, и тепло, холода не пропускающие, что ли, так скажем.
Здесь вообще весь этот дом так продуман до мелочей. Я думаю, что Василий Дмитриевич вместе с Львом Кепушевым, они обсуждали, они рождали вот это вот детище вместе. Потому что если говорить, что это какой-то там какой-то дорожный дворец для царей, то это вроде как-то маленькое, да, такое вот здание, помещение. А если думать о том, что это дом обычной семьи, вот любого из нас, да, то это уже грандиозно. И он так продуман. Здесь везде сохранились вот эти маленькие латунные ручечки на решетках, которые закрывают батареи. Батареи нигде не видно. Латунные решетки в полах и в потолке, вентиляция. Дом построен вообще по последнему слову техники 120 лет назад, для того времени, вот на таком уровне, на высоком. Вот. И когда я сидела, сейчас уже другая звуконепроницаемость, более низкая, наверное, или более высокая, как правильно. Я сейчас нервничаю, не согласна. Вот. Я слышала проезжающие вот эти машины, гудки, и я себе представляла, вот они клаксоны, и вот здесь вот ездят. Тогда было меньше слышно здесь, меньше ездили. И открыт был вид на Яузу. Яуза совсем рядом. Прямо на нее был вид, особенно со второго этажа. У дочери хозяина особняка, там рядом с ее кабинетом и будуаром, вот выход такой, как бы веранда верхняя. Оттуда вообще был, представляю себе, прекрасный вид. Наверное, Мария сегодня говорила о 3 каминах, да, этого дома. Здесь, возможно, даже плитка Врубеля, да, его работа. Это те вещи, о которых говорят вот на экскурсии. На экскурсию не водят на чердак, и экскурсии не водят в подвал. Мне удалось побывать и там, и там. На чердаке, что мне интересно, очень большая высота, больше человеческого роста, и там какие-то желоба с опилками. Вот, я так представляю себе, что это для сбора влаги, какого-то конденсата. А внизу там вообще потрясающий подвал. Вот поверьте мне, такой хороший подвал. Одну часть можно сходить где-то нотно-музыкальную. Ну, в ту часть, да, можно, где нотная библиотека. А мы спускались еще ниже, в котельную мы спускались. И она, конечно же, тоже попала в этот роман. И один из персонажей, который занимался этой котельной, он здесь тоже, так сказать, ну, если не из главных, то, ну, хоть и второстепенный, но тоже, в общем-то, важный. Этот подвал, он из 3 помещений, такой предбанник, полуподвал с окошком, потом вниз опускаешься, еще ниже это топка, печка, а далее проходит такое помещение длинное, как пенал, и оно, я так понимаю, проходит где-то отсюда и вот сюда, оно идет вот примерно подо мной, вытянутое помещение, там 10 котлов. Котлы серого цвета, близнецы, выкрашены красиво, с заклепочками, около них такой щиток, со стрелкой, с засовом, как это назвать, задвижкой. И там, значит, сначала я подумала цифры 0 и 3, а потом поняла, что это буквы О и З, открыт-закрыт. Вот. Система сложная, за ней надо было внимательно следить. Паровое водное отопление. И, конечно же, это было в руках у надежного человека. Запирался и запирается этот подвал с 10 котлами, металлической, такой тяжеленной двери, наверное, чугунной, что ли. На ней стоит клеймо, о котором вы тоже здесь прочитаете. Эта дверь, как в подводных лодках, которые вот переборки закрывается, крутящейся ручкой, все так надежно. Вообще у старобрядцев, ведь Василий Дмитриевич, он старобрядец, только как бы вот без поповского толка. У старобрядцев у них все принято делать надежно, практично, вот, на долгий срок. Они не жили одним днем. И это люди всегда были такие, ну, достаточно зажиточные, скажем так. Вот, чтобы сейчас как-то немножко свернуть этот блок о доме, я еще что хочу сказать. 2 момента. Вот из очевидных я вам рассказала,
чердак и подвал. А есть вот еще две неочевидные вещи, вот, как мне кажется. Наверное, Мария сказала, что сохранилось, вот кроме этих встроенных буфетов, настоящих носовских, всех трех каминов, настоящих носовских, вот этих витражных стекол, многих ручек, кроме этого, здесь сохранилась одна родная люстра, да, сказала. Вот как вы думаете, все-таки, почему ее не утащили так, как утащили тут многое? Высоко повешали. Это да. Ну вот еще более точный ответ. Видимо, прикрепили так, что открепить невозможно. Менее ценное было? Нет. Тяжелая, может. В общем, просто украли лестницу. Лестницу вот раздвижную стремянку, деревянную, большую, высокую, ее просто унесли, она пригодилась в хозяйстве кому-то. Какие-то вещи, это вот одна из неочевидных вещей, о которых я хотела сказать. И вторая еще неочевидная вещь, но она тоже здесь существует. Когда я общалась со своими персонажами, по крайней мере, если не с предками Носовых, то мне нужно было понять, что вот, как у них вечер заканчивается, как они вот отходят ко сну. Ведь здесь же есть, нельзя даже сказать, половина хозяйская, половина прислуги. Нет, здесь 3/4 хозяйская, там и 1/4 прислуги. Да? Вот. И как вот они заканчивают свой день. И я поняла, что в этом доме вот вниз можно пройти по кругу, да, а вверх по кругу ты не пройдешь. Я поняла, что и внизу, и наверху есть по одной двери, которые запираются. И ты если ты запираешь эти двери, ты остаешься совершенно в безопасности, спокоен, ты знаешь, что к тебе никто лишний не зайдет. Но я думаю, что у Носовых здесь царили отношения доверия. Вот я не думаю, что они запирают. Но, тем не менее, такая вещь есть. И, в принципе, это вот то, что я хотела о доме сказать. Может быть, еще добавлю чуть-чуть, уже начиная говорить о книге, о самой книге. Добавлю и про дом тоже. Может возникнуть такой вопрос, почему название верхнее и нижнее. Собственно, ну, во-первых, из-за того, что здесь, в этом доме, в этой семье, внизу это был мужской этаж, а наверху это был женский этаж. И так было у хозяев, так было у прислуги. Вот, то есть горничная там, допустим, наверху, а вот истопник он внизу. И также здесь вот спальня Василия Дмитриевича и дочери его уже наверху. А вы про фильмы говорили, да? Которые здесь снимались. Вот этот зал, это точно старшее поколение, кто видел или ваши родители молодого поколения. Это особняк Лотты в фильме с Олегом Далем, вариант Омега. А вот кабинет Носова, это из недавних сериалов «Демон революции». Паулина Андреева. В той комнате как раз. Ну, еще много фильмов. Я вот эти два помню, как пример. И верхние и нижние не только потому, что здесь 2 этажа, но от этого я отталкивалась. Верхние и нижние еще, наверное, потому, что в учебнике истории в школьном когда-то было написано: верхи не могут править по-старому, низы не хотят жить по-старому. Верхние и нижние, потому что есть верхние и нижние чины у солдат и офицерства. Здесь это немного прозвучит. Верхние и нижние, может быть, потому что над всеми нами есть провидение, небеса и так далее. То есть вот эти вот все смыслы, они вложены в это название. Теперь вот непосредственно о книге. Так как я ее держу, вот так, как я сейчас держу ее, это вид, который от меня идет вот к вам и к этому камину с врублевской майорикой. Художник книги изобразила здесь такой стол этой гостиной, столовой залы, и в конце вот там
угадывается камин, угадывается. И мы эту обложку выбирали в редакции «Реж» из 3 предложенных. Я туда приезжала в Сити. 2 первые обложки нам с Еленой Даниловной как-то вообще не понравились. А на 3-й мы остановились. Сначала так настороженно. Как Елена Даниловна сказала, это что, книга о вкусной здоровой пище? Но потом мы разглядели руки, которые здесь есть. Вот эти руки на столе, причем они в несколько разной форме. По-разному люди кладут руки на стол, все кладут. Вот. И тогда вот эти руки, они примирили нас с этой обложкой, мы ее выбрали. Что мне очень еще нравится, это была идея моего литературного редактора Анны Воздвиженской. Моя благодарность ей за эту книгу. Мне понравилось, что вот мы на этих страницах, как это называется, форзацы внутренние? Да, вот мы на них сделали виды особняка. И вот здесь вот в конце тоже вот такие замечательные. Это то, что вы сегодня видели на экскурсии. Это так здорово, ты открываешь, сначала ты видишь эти странички, потом ты можешь уже читать. И у этой книжки есть простое, удобное содержание. Я недавно купила книгу Льва Данилкина о палаццо Маданы в Пушкинском. Она толстая, намного больше этой и намного дороже. Я не нашла там содержание. И мне, в общем-то, страшно за нее браться, я не поняла, как. Ну, если только в порядке, да, читать по порядку. Вот. О книге я не знаю, может быть, потом в другом каком-то блоке еще в вопросах-ответах можно будет еще говорить. Может быть, кто-то из редакторов добавит, если захочет. По-моему, я вот что хотела, я, наверное, рассказала, а может быть, скорее всего, что хотела, еще и запомнила. Я сейчас предлагаю вам почитать из этой книги, и я думаю, что это будет сделать нам несложно. Я выписала отсюда цитаты, и у меня так получается, кстати, во всех книгах, и в «Листе лавровом», и в «Голом поле», и вот верхних и нижних, есть какие-то короткие вот предложения, какие-то цитаты, но с глубоким смыслом, который каждый из вас, читателей, в это вложит. Вот. Если мы сейчас вот так прочитаем те листочки, которые вы получили, мы очень быстро и, ну, так сказать, не скучно прочитаем эту книжку практически. Я начну первый. У меня листочек такой. Не сговариваясь, стали разделять настоящее и прошлое. Одно было новое счастье, а другое до несчастья. И вот тут я вспомнила, что я еще хотела сказать о книге. Сейчас продолжим читать, но вот что я хотела сказать. И это, скорее всего, будет вот обращение к Ольге Кирилловне. Книга об особняке. Книга как бы о Носовых, но совсем и не о них. Я выбрала себе здесь другую фамилию главному герою. Я выбрала фамилию простую. У старообрядцев много простых фамилий. Буфетовы, Штукины, Громовы, Кузнецовы, Кузнецовский фарфор. Вот. Алексеевы, вот Станиславский из рода старообрядческого и так далее. Я выбрала фамилию Грибовы. Грибовы, Грибница, вот как-то мне это было близко. И, конечно, этот дом послужил прообразом тому, который написан в книге. Сами Носовы – это великолепное, такое богатое в смысле родовых связей семейство. Они тоже послужили как бы вот прототипами моим героям, да, они послужили. Но тем не менее, конечно же, это все-таки книга не конкретно о Носовском семействе. И тем не менее, вот что я хотела Ольге Кирилловне сказать, что все-таки, читая эту книгу, мне кажется, что вы что-то о своих узнаете. Вот то, что они хотели
для вас рассказать через меня. Я думаю, что да, вы что-то о них узнаете. Еще был момент с книгой, тоже интересный. Он был уже у меня написан, этот момент. Он связан с прислугой, с горничной как раз. А потом мне где-то попался в интернете, знаете, нам уже подгоняют невольно какие-то видео, тексты, какие-то ссылки на то, чем ты интересовался. Вот я интересовался особняком Носов, и мне в какой-то момент приходит ссылка на видео, где Валентина Васильевна ведет такую небольшую экскурсию, мне кажется, для какого-то, может, и для какого-то блогера, такого путешественника по Москве. Вот. И я это слушаю, и вдруг вы говорите о том моменте, который у меня уже здесь написан. И я так думаю, ого, потом ведь подумают, что это я оттуда там стянула. Я быстро Марии пишу, что Мария, вот такое сейчас вот произошло. Вы представляете, я это прочувствовала и написала, а услышала в видеоэкскурсии, что в этом говорит, что это было. Вот, то есть вот такие моменты тоже есть в этой книге. Я прочитала свой листочек, свою цитату. Я сейчас предлагаю кому-то вот из первого ряда, у кого есть листочки, пожалуйста. Люди пропадают как вещи. Вы уже наизусть выучили? Великолепно. Отлично. А еще есть у кого-то в первом ряду цитаты? Я вам не дала, да? Вот кому-то. Восхищение миром утерянным. Отлично. А во втором ряду есть кто-то, нет? А в третьем? Есть, второй. Третий ряд. Бывает, что дым сгущаясь, развеивает еще больше углу. Нынче все в упадке, и век, и человек. Тоже наизусть. Начинали с чистой радости, и вот дошли до безнадежных изучаний. Угу. А еще у кого-то следующий, может, ряд? Наташа. Есть такое счастье у человека — быть дома. О, какая вещь вам попала. Вот сказала, так сказала. А еще следующий ряд. Вот Мария дает. Тяжесть вины согнит душу. Тяжесть обиды во 100 раз боль. А дальше? Иной раз непостижимым образом неприятности оборачивается радостью. Бывает. Это точно. Есть? Любой дом хорош, если он твой. Еще у кого-то есть? Мы тыкаем друг друга в бок булавкой зла. Ого, попала какая. Кто-то тыкает. Да. Праздники поздно выбирать и игнорировать. Они и без тебя могут состояться. Здорово. Еще есть у кого-то? Давай. Время молодости вмещает грехов столько, сколько после за всю жизнь не сделать. Ну и последнее, да? Какого черта сдалось это глупое варенье? Хотелось верить, что где-то в городе или на всей земле есть место, угол честного счастья. Отлично. Вы только что прослушали роман Галины Калинкиной «Верхний и нижний». Сейчас, мне кажется, вот у нас есть этот самый блок «Вопросы и ответы». Наверное, наступило время этого. Вообще вопросы задавать не больно. Если кто-то хочет, задавайте, я отвечу. Вот, потому что я вижу злых критиков сегодня нет. Вот, и это приятно. Если зададите, вот мы чуть-чуть еще поговорим, я что-то, возможно, еще вспомню, а потом уже автограф сессии и так далее. Есть кто-то первопроходцы? Я спрашиваю. Давай. Так как я еще не читала роман, хотелось бы узнать, ну, предыдущие два я читала, там обязательно так, фабула такая, что на фоне исторических событий влюбленная пара. Вот в этой книге есть влюбленная пара? Ну как без любви? Ну тогда Никак. точно надо Да, читать. да. Потому что мне обязательно нужно показать время, атмосферу через людей. Через людей. А людям показываешь, ну, люди, которые не умеют любить, они как-то, мне кажется, неинтересны. А ведь есть такие. Вот не умеют любить. А может быть, хотят, чтобы их только любили. А ведь надо еще уметь любить, самому отдавать. Вот. И в каждом из этих 3 романов, кстати, я пишу 4-й, вот, в
каждом из этих 3 романов есть одно и то же время практически. Почему? Я не могу понять. Это время меня не отпускает. Я не могу оттуда уйти. Это чуть до революции и сразу после нее. Какие-то острые моменты, там, не знаю, стрельбы на улицах 25 октября или 7 ноября, я обхожу. Об этом много написано, там легко обмануться, написать не ту информацию, которая сейчас и интернет полон, и так далее. Но все-таки, вот, видимо, это настолько переломное время для нашей страны, что оно меня удерживает, тянет опять туда. Я не разобралась, я туда возвращаюсь. И на этой книге есть отзывы 2 прекрасных писателей, Романа Сенчина и Ольги Балла, она еще и редактор журнала «Знамя». И они как бы оба написали такое похожее. Они говорят, что я беру маленьких людей. Вот как Пришвин говорил, малый круг жизни разорван. Теми событиями разорван малый круг жизни. Вот мне и интересно. Я хочу понять, почему вот этот наш с вами малый круг жизни, вот любого из нас, почему его разрывают, и нас не спрашивают, почему так происходит, и что нам делать. И вот мы тут возвращаемся к тому самому мнению этих диванных экспертов, которые говорили, а что они там не вышли и не защитили, а почему они там не протестовали и так далее. Вот. И, конечно, проще показать на влюбленной паре, хотя я не выбираю простые пути. Вот этот «Лист лавровый», говорят, очень сложный роман. И даже вот аудио у него формат есть, многие говорят, что сложно слушать. Вот. Но такие отклики об этих романах, например, пишут «настоящая книга». Вот мне больше ничего не надо, настоящая книга, говорят. Или вы знаете, вот я сейчас просто не то, что там я хвастаюсь, а я хочу сказать, что на фоне негативных отзывов, которые есть у каждого автора, у каждого, даже у тех, которых я перечислила, и которые вот на блёрбе оставили свои мнения об этой книге. На фоне вот этих каких-то негативных есть такие хорошие. Позавчера мне прислали отзыв, в котором человек, женщина, пишет, что она прочитала «Лист лавровый», эту самую сложную книгу, и говорит, я прослушала концерт классической музыки. Вот я такие отзывы, ну, не могу как бы не забыть, да, и не озвучить их. Я ответила вам? Да, спасибо. Есть еще у кого-то? Неужели уже и на эту книгу есть негативные? На эту, по-моему, еще никто не успел. Вот. Но, в принципе, если вы прочтете, можете быть. Но мне надо будет постараться. А вы читали какие-то мои предыдущие? Но они у меня есть. Спасибо, что вы покупаете. Стала сделала сама. Вопросов нет. Вы подумайте еще с вопросами. Я что еще вспомнила, да. Я вспомнила о том, что мне вообще как-то вот в жизни везет, в литературной жизни, я хочу сказать. Потому что на первый мой рассказ, вообще совершенно первый мой рассказ в хорошем тексте, написала рецензию Елена Пастернак, внучка Бориса Леонидовича Пастернака. На первый мой роман написала рецензию Леонид Юзефович. Вот как так? Я была поражена. Леонид Абрамович написал тогда, когда готовилась презентация «Листа лаврового», мы практически не были знакомы. Вот, и он написал, что я приду к вам на презентацию. Я затрепетала. Он туда не пришел, но прислал свою супругу Наташу. Да, вот, он просто не смог. Он прислал свою супругу Наташу, как и сегодня. Вот, и зато, когда вы взяли книгу, и он прочел ее и написал большую, настоящую, глубокую рецензию, которая есть в интернете. Вот, не маленький отзыв. И он мне тогда говорил, кстати, говорил Леонид Абрамович, он говорил: Галя, я уже
ленив, уже не буду писать никому никакие рецензии, но на ваш лист лавровый я напишу. И вот действительно написал. То есть в этом плане, вот в литературном, я считаю, что мне везет. Знаете, вот сейчас некоторые моменты литературные тоже назову. Не знаю, там, в каком-то 30-летнем возрасте и идем по Маховой записываться в студии звукозаписи радио «Орфей», «Арфа Давида» программа. Выходит Лев Анинский и здоровается с нашим руководителем кружка поэтического, и вот просто мне протягивает руку и рукопожатие. Вот я удивляюсь и поражаюсь, потому что я знаю, что это человек из телевизора там, и так далее. Или, знаете как, по Марине Цветаевой в театре на Чистых прудах ставили спектакль «Воскресенье», понедельник начинается в субботу. По ее творчеству ставила поэтесса Галина Данильева. Она же долголетний хранитель музея Цветаевой в Борисоглебском. И она сходит в какой-то момент со сцены, садится в зрительный зал, около меня пустое место, и она мне в руки вкладывает реквизит. Яблоко. Живое, настоящее яблоко. В трещинках, в сеточке трещин. И как бы я понимаю, что это... Я тогда писала стихи, а не прозу. И я понимаю, что это вот поэтам передан плод вдохновения. Вот это было вот как-то вот удивительно совершенно. Или, знаете, в том же Борисоглебском переулке я прихожу в музей Цветаевой, в актовый зал на презентацию одного прекрасного романиста, недавно женившегося на молоденькой журналистке. Я чуть-чуть опаздываю, уже все идет, уже действие, уже разговор идет. Я нахожу место за столом, потому что дальше все занято. За столом, где сидят вот как бы главные люди. Я с краешку сажусь. И вот все время, пока идет эта презентация, напротив меня сидит священник в рясе и все время мне улыбается и даже подмигивает. И я начинаю ерзать, я думаю, что-то не то с колготками, что думает женщина. Но когда все заканчивается, этот священник очень быстрой такой походкой подходит ко мне, очень быстро. И он целует мне руку. Я просто, представляете, да, я столбенею. Священник, руку, и вообще за что? Что я такое сделал? С колготками все нормально. Но быстро все выясняется, потому что прозаик, его молодая жена и священник, вот они подходят, и выясняется просто, что он спутал меня с этой молоденькой журналисткой. А это был Михаил Ардов, брат Алексея Баталова, да, и сын Нины Альшевской, подруги Анны Ахматовой. То есть одно, даже не рукопожатие, один поцелуй, да, Ахматовой. Ну, то есть вот таких вещей много. Случайно с работы бежим с двумя коллегами, один из которых потом стал моим супругом. Мы бежим, потому что второму нашему коллеге нужно завести реквизит в Ленком. Завести реквизит просто. А реквизит, мы до этого едем на Тишинку, на Блошиный рынок и выбираем этот реквизит. Нам нужно найти старый, потертый, кожаный, рыжий портфель. Мы ищем, находим у какого-то дядьки, покупаем этот портфель вообще непотребного вида, несемся в Ленком, спускаемся в подвал Ленкома, там идет уже пьеса на французском языке, нас, значит, в дверях встречает разъяренная сестра этого нашего коллеги по работе, потому что она кричит: портфель. Там уже сцена с портфелем, мы как-то вкидываем этот портфель, все попадает на сцену, это идет пьеса Петрушевской «Чинзана» на французском, и она сидит там в зале, там в какой-то вот шляпе. Мы просто смотрим, кто это? То есть это женщина. Вот таких моментов я даже сейчас, мне кажется, что-то еще упустила. Вот это вот литературные какие-то моменты, а так, в принципе, в моей жизни ничего героического. Совершенно. У кого-нибудь созрел еще вопрос? Вы там, по-моему, был, да, где-то на галерке? Да, я хотел узнать, а вот по какому принципу вы выбирали вот эти фразы? Потому что вот я прочитал вот эту фразу, как-то мысленно раз, и она мне тоже интересна. А какая у вас фраза, повторите?
иной раз непостижимым образом неприятности оборачиваются радостью. Почему я вот эти вот фразы, я старалась По покороче. какому принципу? Я старалась покороче, что люди боятся читать, и думаю, какие вот короткая цитатка появилась там, люди пропадают как вещи. И все, вот я такую вот цитатку и вытащила, как бы, чтобы это было не длинно, никому не страшно и не больно было читать. Вот, собственно, все вот. Но очень точная. Мне она понравилась. Замечательно. Даже вот такая маленькая фраза заставила меня задуматься и как-то вот заглянуть внутрь себя. А когда была фраза про дом, и она была рисована потомком Носова, но это меня просто вот как-то я вообще покорил. Настя, а мы можем что-то вот сейчас открыть про аудио? Про это мы можем что-то говорить или нет? Про аудиоформат. Вот, не знаю, Анна в курсе там или нет тоже. Можем или не надо? То, что аудио выйдет, мы можем сказать. Ну, и все? Я хотела вот другой момент сказать. Скажите, я думаю, у меня секрет. Я всегда осторожничаю, потому что, в принципе, такой щепетильный человек, зануда. И поэтому я вот уточняю, можно или нет. Дело в том, что первый роман Лист Лавровой, он давно вышел, ну сколько там, 3 года назад. И вот только в этом году появилась аудиоверсия, она достаточно сложная, даже для меня. Я видела, как чтица мучается, как ей тяжело, но она все-таки вчиталась и дальше пошло-пошло. И есть такие отзывы, что «Ой, не буду такую книжку слушать, нет». А есть отзывы «Ой, послушала только из-за чтицы», хотя автор писать умеет. Вот. «Голое поле», роман, который в питерском издательстве печатали, до сих пор не имеет аудиоформата. Многие спрашивают, но вот нет, вот не делают почему-то. Верхние и нижние я так обрадовалась, когда вот мне редакция Реж прислала голоса послушать, кем и как они будет эта книга озвучена, потому что сейчас у всех нехватка времени, и кому-то проще прослушать книгу, чем прочитать. Эти 3 женских голоса я послушала, выбрала лучшие из них, и потом поняла, что половина книги говорит мужчина. Вообще все мои главные герои во всех романах, есть еще и рассказы и повести. Вот здесь присутствует у нас представитель роман-газеты, которая сегодня привезла несколько экземпляров, и я уже успела раздать там желающим. Вот, великолепный номер, спасибо вам большое еще раз за это, в прошлом году вышел у нас. Вот, там повести и рассказы, и даже там мужчины главные герои. То есть всегда есть женщина, может быть и не одна рядом, есть персонаж, но главный герой, как правило, мужчина. Мне кажется, в этой книге 2 главных героя, это даже кроме женщин. Мне кажется, что 2 главных героя, но вам виднее. Вы потом прочитаете и скажете, что может быть это и не так, что 1. Вот. И я задала вопрос редакции, а почему женские голоса, все-таки полкниги, давайте мужской голос. Мне предложили выбрать из 3 мужских голосов, я тоже выбрала. А потом Настя дала великолепную идею, она сказала, а почему у нас не может быть 2 голоса? То есть женщина свою часть озвучивает, не постоянно меняются, а там, допустим, по главам, а мужчина вот в тех местах, где говорит мужчина, хозяин дома, да, вот, купец, миллионщик, фабрикант, хозяин этого дома, вот там, в этих местах, должен быть мужской голос. Поэтому вот я открываю такую некую тайну, если у нас получится, то у нас будет аудиоверсия на 2 голоса. Это, по-моему, так Уже необычно. спектакль, радиоспектакль, Да. Вообще необычного много с этой книгой, потому что она об особняке, который до сих пор существует. Сколько особняков разнесли в щепки или устраивали там какое-нибудь хранение квашеной капусты или лошадей запускали и так далее. Этот живет, он очень теплый. Вот если кто-то из вас бывал в особняке Брюсова, который Брюсовским называется, а на самом деле это особняк чайторговца Баева, а Брюсов там только снимал полуподвальный этаж с выходом в аптекарский огород. Удобное место такое, да. Если
Вот вы бывали в этом особняке, он очень холодный. Да, он каменный, понятно, а этот деревянный. Но дело-то не в этом, не в материале. А этот до сих пор остается. Здесь Носовы прожили счастливых 13-14 лет, не больше, с постройки, то есть 1903. И такое здесь было счастье, вот это вот эпоха, вот эта вот счастливая эпоха. Такое, что оно нам с вами отдает. Это тепло, вот эта энергия, энергетика, она тут очень мощная. Я, по крайней мере, ее почувствовала до щеках. Вот. Удивительно, что потомкам Носовых вот удалось попасть в этот дом только там в 50-летнем возрасте, да. А как бы могла бы тут бегать ножками еще раньше и так далее. Вот такова судьба наших не только домов, да, в Москве, в России, у людей, у семейств. Такова судьба. Очень интересный момент с Носовыми связанный. Я могу переврать, я вот здесь вот точно не знаю, но кто-то из потомков, уехавших за границу, уже где-то в 80-е, в 90-е попал на аудиенцию к Рейгану, да? Да. Вот этот момент, если вы тоже читали, знаете. И человек, да, вот встречается на аудиенции старообрядец, да, вот как бы из этого рода, русский человек, иммигрант, встречается с Рейганом, теряет сознание, падает, да, кома и умирает. Да, но это внук Василий Дмитриевич, вот просто потрясающе. Тут судьба тут вот такая вот переломная. В эмиграции ради легко было. Разве? Даже людям, которые уезжают с каким-то капиталом, если они сумели его взять. Дом этот деревянный на каменном фасаде. А рядом, вот у нас вход электрозавода, а рядом, вот как вы выходите и идете, например, к метро электрозаводской, вы проходите Носовский главный особняк, каменный, с курденером, да, 2,5-этажный. Мы туда попасть не можем, потому что там частная какая-то организация, да, вот, финансовая, и попасть туда нельзя. Мы посмотреть его не можем. Мы не можем пройти в дом, который сохранен сейчас у Преображенского рынка и Преображенского монастыря, старообрядческого, Беспоповского. Туда опасно заходить. Он хорошо сохранен, но там по другим причинам. Попасть не можем. А в этот дом мы можем попасть вот как внутрь этого романа. То есть, прочитав, можно еще раз прийти на экскурсию, без экскурсии, наверное, да, просто вот подышать этим воздухом, этой атмосферой, понять и вспомнить, ага, вот здесь вот Манечка-то пробегала, а вот здесь-то вот то-то и то-то было. Вот. Этот особняк, он вот настолько гостеприимный, что он готов нас всех здесь встречать и еще не раз. Почему Носов вдруг из каменного своего дома внезапно переезжает в деревянный? Вот есть какие-то версии? Есть, поскольку на прошлой презентации ответ слушали, да. Вот проболталась. Я, кстати, была, здесь проходила выставка Августа, да, «Купеческая дочь». Вот почему я сегодня это произносила. Я про выставку сказала. Я говорю Августа, а правильно Августа. У Носовых есть традиция своих девочек называть Августами, да. И вот ваша внучка, она Августа Носова. С ней мы как раз на чердак лазим. К чему я это вспомнила? Почему переехали? Да. И я тогда на выставке «Августа. Купеческая дочь» я подошла к вам и сказала, а они вот приехали из-за этого, сказали, откуда вы знаете? Не помните? Вот. Потому что как-то вот мне сразу было понятно, что конфликт в семье, и он не хочет оставаться в своем доме, и он, Носов, встречается с модным самым модным на тот момент архитектором московским, модернистом Львом Кекушевым, и просит его в кратчайший срок построить деревянный особняк, потому что
каменное здание строить долго, а деревянное строится быстрее. Они строят его за 9 месяцев всего. Вот на своей земле он строит такую городскую дачу. Вот. И здесь вот эта территория, она им принадлежит, такая, ну, как бы сад. И еще вот если идти все-таки к метро, то деловые здания, это как раз вот фабрика Носовых. Несколько зданий, вот они тоже сохранены. То есть настолько умный поступок его, вот я считаю, что он оставляет тот дом. И я специально сейчас до конца не рассказываю, почему, потому что в книжке об этом есть. Вот. И переезжать сюда. Это высокий поступок, и так может сделать не каждый. И еще, наверное, последнее, что я скажу о книге, и потом, если вопросов не будет, мы уже переходим, вот, подписываем книжки и по домам. А я просто хочу сказать, что... А что я хотела сказать? Последнее. Да, последнее. Вот что я хотела сказать. Вот это по домам меня перебило, что вот я вот хотела такое еще сказать. Вспомнила. Здесь есть такое событие, о котором я сейчас умалчиваю изо всех сил, чтобы вот не, как сейчас принято говорить, не спойлерить, да, чтобы не раскрыть вам его раньше времени. В «Листе лавровом» там есть катарсис, тогда, когда у молодой пары, как раз влюбленной, отнимают их храм, место, где их крестили, и это для кого-то из нас сейчас с вами, ну и что? А тогда это было вот очень важно, и вся вот эта книга, в общем-то, она об этом, как сохранить достоинство, как не отдать свое, как не профукать жизнь и так далее. Вторая книга «Голое поле». Там есть тоже свой катарсис, и многие пишут, а почему в «Голом поле» о галлиполийском стоянии на ничейной территории между Грецией и Турцией всего 2 главы? Ну, потому что нельзя катарсис растягивать, да? Знаете, у нас, как я говорю, муха-цокотуха там тоже в определенный момент с фонариком приходят. Они все время об этом рассказывают. Вот. И здесь есть такой момент, он непременно будет, он такой самый важный, наверное, основополагающий в этой книге. Я думаю, что вы потом поймете, о чем я говорю. Это сначала мне казалось, что это чисто московское, сугубо московское событие исторического плана. Но через некоторое время, что-то шире узнавая, я поняла, что нет. Через 2 недели, вот именно фактического этого события в августе 1918 года, такие события через 2-3 недели уже происходили в Крыму и уже происходили еще и вот в Киеве. Здесь я его назвала Лефортовским позором. Вот. И я думаю, что, конечно, вот это одна из самых интересных частей этой книги. Хотя не факт, что вам как бы не будут близки и еще какие-то там мотивы, сюжеты, сюжетные линии и так далее. Будут еще вопросы? Да. Давайте. Я услышала, Галина, что вы сказали, что текст шел потоком. Был ли момент, когда текст замолчал? Или таких моментов на радость автору не было? Практически не было. Не было. Практически не было. Вот шел потоком, причем как? Мне нужно жарить котлетки, идти со 2 в библиотеку сопровождающей и так далее. И я на это отрывалась. Вот скрипя сердце, котлетки не подгорали, все нормально. 2 сопровождала и так далее. Все эти дела я делала, но текст меня так тащил к ноутбуку, садись. И когда бывало такое, что выплывает какая-то цитата, мысль, выплывает, я думаю, так, сейчас я вот тут, вот сейчас я эти котлетки-то переверну, потом запишу. Ага, нет, все, оно ушло. Лучше пусть котлеты сгорят, надо идти записать. Вот у меня так. По-другому не получалось.
Прощения, писали в основном здесь или все-таки Нет, вот, кстати, отличный вопрос. Я потому что через него вспомнила, о чем хотела сказать. Я сюда приезжала писать, может быть, раз 5. Так вот, послушать, что они говорят, эти стены, подслушать голоса, посмотреть, разобраться, ага, эти двери, подвал, чердак. Мне было все понятно, можно было не ездить. Но совесть-то должна быть чиста, что я писала здесь. А где мы пишем? Мы тут пишем. Метро, маршрутки, дома, макароны не мешают. Ты пишешь здесь, потом на ноутбуке, как бы у меня вот здесь все это пишется. Когда у меня целиком выходили стихи, это было понятно. Когда проза у тебя идет абзацами, просто страшно. Это надо бежать, записывать, потому что ты прозу несешь столько. Вот. Я писала, приезжая сюда с ноутбуком, не больше 5 раз, наверное. И мне этого было достаточно того, что я смотрелась и поняла. Потому что, например, Толстому достаточно было одного раза приехать в Бородино и посмотреть вот это поле и описать Бородинское сражение. Он писал по внутренней памяти. Вот я также писала по внутренней памяти. Еще вот знаете, например, книгу Богомолова «Момент истины», известный фильм, где Евгений Миронов играет. Супруга Богомолова уже после его смерти, вот она рассказывает, что ему нужно было посмотреть Шиловический лес в Белоруссии, чтобы понять эти места, где сходятся его герои. Ему важно было понять, сколько шагов от этой точки до той точки, как они сойдутся с каких сторон на эту поляну. И он поехал в приграничный район, в Белоруссию, поселился в номере гостиницы, пошел на почту, купил ящик для посылок. В советское время ящики для посылок, деревянный вот такой ящик, картонный, такой плотный картон с деревянными углами, как-то забивался, по-моему, гвоздиками, на нем писали адрес чернильным карандашом, по-моему, там еще сургуч присутствовал, если она там ценная какая-то посылка. Он купил такой ящик, купил в магазине яблок, забил ящик яблоками, веревки купил, привязал к ящику веревки, одел рация за спиной, купил лопату, пошел в лес. Рассчитал шаги, как выходят, где, значит, диверсанты, немцы, где наши. Все рассчитал, пришел на эту точку, где немцы, диверсанты прячут рацию. Выкопал яму, спрятал рацию, как бы вот эту вот посылку. И с лопаткой, с пакетиком яблок вернулся обратно в гостиницу. Через некоторое время, что? Кто сказал? Его постучали. Пришли люди из органов и сказали, что вы из гостиницы сообщили, что вы ходили в лес с большим ящиком. Ему пришлось рассказывать, что он писатель. По-моему, удостоверение, что он там член Союза писателей, и вообще член Союза писателей, я не помню, Владимир. Нет. Нет, да? Вот. Ему пришлось рассказывать, что он писатель и для чего он это делает. Его попросили сопроводить, значит, к месту закупки рации. Они вытащили этот пустой ящик, яблок нет, вот лопатка, все, он доказал это. Так вот, о чем говорит супруга? Ему был важен цвет травы в Шиловическом лесе. Потрясающе. Поэтому и Толстого, понимаешь. А дальше все по внутренней памяти. Вот так же мне было важно прийти сюда и потрогать, прижаться, ощутить. И вот этот тактильный контакт, он был, конечно же, безумно для меня важен, как вот для автора этой книги. Все запросы? Еще. Да. Давайте. Традиционно, есть ли планы на следующую книгу и продолжится ли тема московского старообрядчества? Вот да, старообрядцы как-то они меня вот в плен взяли, и я первую книгу прям только о них, дальше я старалась уходить, но они все равно как-то присутствуют. В 4-м романе что там будет? Там будет первый в Москве станция юнатов. Если кто знает. Там будет Алексеевский студгородок,
которого сейчас не существует, очень известное было место. И там будет ИФЛИ, институт, Красный лицей. Время немножко другое. Ухожу все-таки от этого времени. Будет 1935 год. Но старообрядцы опять прокрадываются. Один из героев, вот, он оттуда. Влюбленная пара будет. Обязательно. Даже две. Вот. Можно вопрос, да, надеюсь, последний, наверное, если никто больше не будет задавать. Вот как вы добились расположения сотрудников особняка, потому что обычно же сотрудники музеев, они такие закрытые, и они посторонних не пускают, а тут, вы говорите, свободно писали, свободно ходили наверх, вниз спускались. Как удалось? Потому что здесь работают умные, интеллигентные люди. Вот. Не тетушки, которые в музее спят. Но не вот. везде И интеллигентные. не вредные тетки, которые бывают в храмах, в церквях, которые там тебя непонятно за что вот, цукают. Вот. Здесь люди понимающие. Может быть, сначала они не верили, что я напишу. Ну пусть ходит. Пусть походит. Да? Вот как-то так. Напишет, не напишет, это уже, ну там посмотрим. Каких-то чемоданов, сумок с подарками не было. Все. Понимание. Понимание, доверие. И, может быть, я не знаю, вы ходили книги об этом особняке? Были книги какие-то? Нет. Вам известны? Вот? Нет. Вот. Ну. Природное обаяние, наверное, тоже. Значит, мы первопроходцы. Еще есть вопросы? Или мы переходим? Можно вот здесь, я так понимаю, сейчас редакции кто-то скажет, что Да, здесь можно... здесь там можно приобрести книги. Вопрос? Да. В какой момент было приятнее всего описывать в процессе написания? Те вопрос. Вот как-то, вот об этом я не думала. В какой момент? Приятнее. Приятнее. Что интересно. Удовольствие доставило. Ну, скажем так, не то, что удовольствие, а да, какое-то чувство такой активности, интенсивности, что вот об этом мне интересно рассказать. Это про этот лефортовский позор. Вот это. А такого какого-то момента вот благостного вот как бы не было. Просто я разбиралась в отношениях, механизмах отношений в этом доме между нижним этажем, верхним, между хозяевами, прислугой. Причем вот я вам хочу сказать, многим авторам в отзывах пишут на их книги, пишут, что ой, у вас такие вот герои, вот если он с самого начала плохой, вот непременно он уже с ним понятно, если он будет плохой. Вот зачем вы так вот их показываете? Знаете, вот в первом романе «Лист лавровый» мне два критика, по-моему, вот как раз Юзефович и еще Данила Давыдов, они мне сказали, что Калинкина встала над схваткой в тот момент и успела там за всех, за красных, за белых, как-то там вроде удалось. А в следующих романах я намеренно проводила свою мысль о том, что если человек в детстве распинает кошку, он и человека потом во взрослом возрасте распинет. Вот. И поэтому я совершенно не чураюсь того, что я написала, а как-то так, что вот этого сразу понятно, что он плохой. Причем с некоторыми героями, вот, например, в «Голом поле», мне все-таки удавалось, даже с плохими, обмануть, так сказать, ввести в заблуждение читателей. Они не угадывали, а потом говорили, ну ничего себе, как это мы верили ему, а он так. Вот, аж такое было. Все. Спасибо вам за то, что вы пришли. Значит, на предыдущей презентации в этом доме, на другой книге, гардеробщица мне сказала, что у нас было занято 33 крючочка. У нас явно больше. Сегодня она сказала, по-моему, 46, что ли. Да, мы победили, да, мы идем на рекорд. Я сейчас попытаюсь сказать еще 3 фразы, вот короткие, да, которыми я хотела завершить этот вечер, если я сейчас их все-таки вспомню.
Это фразы не только из этой книги, это вообще из моей прозы. Вообще, я хочу сказать, что ванилью пахнет только в счастливых. Ну, продолжение, да, от этого исходящего вы можете сами проговорить. Вторая фраза. Нас всегда и везде на одного больше. То есть не 46. Это вы тут сами решайте, как, о чем. Я понимаю, про кого. И третья фраза. Главное приближается, а лучшее наступит. Я говорю, сажусь, могу кому-то подписать, если вы хотите. Это фраза из романа? Из моих книг эта фраза. Да, я заказываю. Да.